В эфире телеканала «Якутия-24» актуальное интервью. Итальянский экстремал Паоло Вентурини пробежал от Тамтора до Аймикона 39 километров за 4 часа при температуре минус 52 градуса. Напомню, что марафон прошел в рамках проекта Monster Frozen, который позволил Вентурини не только осуществить пробег на экстремальном холоде, но и испытать современную морозоустойчивую экипировку, созданную итальянскими специалистами. Сегодня Паоло Вентурини гость нашей студии. Паоло, чао. Привет, Павел. Привет, Саха. Во-первых, поздравляю вас с тем, что вы совершили этот забег. Мало кто, наверное, в мире может это сделать. Действительно, очень такое достижение большое. Ну и первый вопрос. Как долго ваша команда готовилась к этому забегу и вообще с какой целью вы его проводили? How long did you and your team prepare to this marathon, and what's the reason for it? It's 1 year and 4 months which I organize this project. It is a very difficult challenge for arrive to run this distance with this temperature. So a very, very complicated challenge and project. Я готовился достаточно долго. Это очень тяжелый вообще марафон. На самом деле очень много людей было в этом задействовано. Ну а все ли гладко проходило на момент подготовки? То есть были ли какие-то проблемы на подготовке и во время забега непосредственно? Не помешал ли холод такой сильный? Были ли готовы к нему все-таки? We know that something was wrong when you preparing and during the trip. Is the cold was the serious challenge for you? So when you organize this typology of challenge, you need to expect something which you don't have preview before. In this case, all was good and no problem about the organization. A little problematic about the team. My team is arrived 4 days late for problem during the way. So we are organized all the last day, but finally the result is a big result, and I think this is one of my more important challenge in my career, because nobody ever tried before to run with this temperature. Also the medicine and the literature don't have news about running in a cold temperature. Да, конечно, перед таким важным событием все нужно подготовить. Единственная проблема, с которой я столкнулся, это то, что моя команда приехала на 4 дня позже, и мы подготовили все в последний день. Вообще, это самое главное испытание в моей жизни, потому что немногие готовы испытать это все на себе. Вот действительно колоссальный стресс для организма, потому что испытывать его на себе. Расскажите вот о своих ощущениях в момент забега и вот как сейчас восстанавливаетесь после этого. Yes, it's real stress for the body. Can you tell us about your feelings and how did you recovering now? Yes, for the moment I'm okay. During the race, the first problematic is breathe, the frozen air, which can give problem to the body, inside the body, and also eyes. If you see, my eyes have some little problematic, and this coming from the eyes which you arrive to create when you run. Because when you run with this temperature, wind enter in the eyes and form eyes. So this is like I don't know, like fire when touch the skin. So this is one of the more problematic side. But after that, I'm good. I'm very happy. Да, на этот момент все сейчас у меня хорошо. Единственное, с чем я столкнулся, это было сложно дышать. А также я столкнулся с проблемой с глазами. То есть то, что на ресницах у меня оставались маленькие льдинки. И это единственное, что мне мешало. А так, в целом, все хорошо. Но многое в таком деле все-таки зависит и от экипировки, и от личного какого-то настроя. На чей-то опыт вы опирались перед тем, как вот к этому проекту начать готовиться, перед тем, как совершить забег? Everything depends on the equipment and calculation of forces. Which experience did inspire you, or maybe you know someone who was in such climate conditions? So this is one of the more problematic side of the project. Arrive to discover the equipment which don't exist in the market, and arrive to associate the different typology of test suit. Because when you run, you transpire, so you have a transpiration, and with this temperature, the risk is frozen your body inside the clothes. So for this, I have spent 2 weeks here in Yakutia for test
for have the last test of my material, and finally I have a choice the sequence of different tissues, and I am arrived to the goal in this case. No, I think nobody ever tried before in a scientific side. So maybe somebody ever tried to run, but without relationship with science or doctor or some expert. Да, на самом деле самое сложное было подобрать одежду перед забегом, о котором мы знали достаточно мало. И самое главное, чтобы одежда была дышащая и пропускала воздух. И именно для этого я приехал пораньше в Якутск, и 2 недели здесь я проверяла одежду. У меня был выбор, и непосредственно перед самим забегом я выбрал один из материалов, который в принципе не подвел меня. Вот помимо холода, вот все-таки да, про холода на Аймиконе знают многие, об этом написано и в интернете, но помимо этого холода, чем вас еще Аймикон удивил? What was the most interesting in Аймикон except cold? Oymyakon is a very friendly town. People are fantastic. They have welcomed me in a very beautiful cold and hot talk, and I think these people have a special relationship with the climate because they respect winter, they know the difficulty of winter, and so they have understand my challenge because they know the reality of the land. Apart that, nature is fantastic and the people are very, very friendly people. Да, на самом деле это очень дружелюбное место, и мне повстречались прекрасные люди. Самое интересное, что они уважают зиму и как раз-таки поняли мою цель, зачем я приехал на этот забег. Ну, вот по поводу забега, экстремальных видов забегов бывают разные, и в мороз, и в жару, и так далее. Как давно вообще экстремальным бегом вы занимаетесь, и что вас сподвигло им заняться? We know that there are different extreme marathons running on the heat, water, deserts. So how long and why are you running? So my life is run around the world and arrive to discover my limits and also the limits of human. So after the extreme hot and now extreme cold, I and my staff we need to start to a new challenge. I don't know for the moment the typology of the challenge. I'm sure we will try to organize something emotional, something very strong, but for the moment I don't know where and when. Да, на самом деле бегом я занимаюсь почти всю свою жизнь, а именно 7 лет. И для нас было большим испытанием приехать сейчас сюда, в Якутию. Но что касается планов, сейчас мы не знаем, чем хотим заняться, но думаю, это будет что-то интересное. Вот я вижу на вашей куртке надпись «Полиция», то есть встречались ли вы здесь, грубо говоря, с своими коллегами, с якутскими полицейскими? I know that you are from police. Did you meet someone from Yakutian police? Sure, especially the colleague in Tomtor is the local police station near Oymyakon. They are very friendly. We have discussed about sport and also about job, the job of policemen. I think police in the world is a big family. We are colleagues everywhere in the world. In my case, I am a little ambassador of Italian State Police. Is one of the message which we want to explain to the world. Police serve people and need to respect people, and the police have one big mission: arrive to develop legacy to the young generation, and for this we have think with sport you can give very good message to the young generation, because sport teach law without any book, without nothing. So you can understand and respect your body without any teach. So I think this is the good start for the young generation when in the future they, with sport education, can do
citizen more correct and with the respect of law. Да, конечно, я встретился с коллегами в Тамторе, они очень дружелюбные, мы говорили о спорте, мы говорили о моем забеге. И я сейчас являюсь как будто бы послом из итальянской полиции. И самое главное, что я хочу донести для людей, а особенно для детей, то, что они должны уважать спорт, потому что именно он воспитывает все хорошие качества в подрастающем поколении. Но вот, вы как бы приехали не один, с вами работает команда целая. Да? Вот, какую задачу выполняет каждый из них? We know that you came here with your team. Can you explain who is doing? Yes, it's very selected team. My wife in first, she know every my reaction, every my problems. So normally when I can, she follow me like here. After one doctor specialist in sport medicine, Andrea Gasperetti, which have follow all challenge and have resume all data about temperature, about my body reaction. And more, the two cameramen selected in Italy, they follow me in extreme situation all time, Marco Roccella and Matteo Menapace. One organizer and translator, Olga Kameneva. So this is the big team from Italy. In Italy, I have other two persons which they have work in backstage, if you want. So very complicated team, but I think is one of the best team in the world, and for that we are arrive to win this challenge. Да, конечно, у меня есть своя команда. В первую очередь со мной поехала жена. Она знает абсолютно все о моем организме и поддерживает меня 24 часа в сутки. Со мной поехал доктор, он представляет университет Падуи. Он также следит за моим организмом, а именно за реакцией на экстремальную холодную температуру. Со мной приехало два оператора. Они занимаются сейчас съемками документального фильма. И, конечно же, переводчик Ольга, которая задействована во многих мероприятиях, и также она занимается организацией мероприятий. Я считаю, что это самая лучшая команда, благодаря которой мы и победили, мы провели это испытание. Ну и завершающий вопрос, очень мало времени остается. Вернетесь ли вы еще в Якутию? Are you planning to come back to Yakutia? I don't know. Today I have known the major of Yakutsk. I have explained some project which we realize in Italy with my town authority and the state police, and maybe we can arrive to have a special friendship for arrive to develop this project. And also today with the major of Yakutsk, we are started for arrive to organize a friendship with my town Padova and the town of Yakutsk. Пока я точно не знаю о своих планах. Единственное сейчас, самое главное, у меня стоит встреча с мэром вашего города. Именно эта встреча возможно повлияет на то, что я приеду потом еще раз, так как мы планируем заключить соглашение, чтобы сделать наши города побратимами. Пауло, спасибо большое, что пришли в нашу студию. Я напоминаю нашим зрителям, это было актуальное интервью. Оставайтесь с нами.